Так, пацаны, дорожная обстанова полный пипец. Это вот звонит сумочка вот такая тут полотная у меня, которую я везу как доставщик. Плюс еще к заказу 300 рублей. И такая вот сумка. А в этой сумке я все проверил при пассажире, не пассажире, при той девушке, которая передавала, короче, эту сумку. Вот, в этой сумке 4 телефона, мы все вынули. Я говорю, выньте, давайте посмотрим, нет ли там вдруг чего, там как бы туда-сюда, все вынули, все отдельно пролистали, просмотрели. Зарядки и 4 телефона по факту. Вот, сумка плюс 300 рублей и оплата по карте 924 рубля. До пассажира ехать 17 минут, как бы 10 километров. Ну, там было 11 километров, 18 минут. Я считаю, неплохой заказ, но все от того, что погода полное дерьмо. И многие не выходят работать, в дворы не проедешь, не заедешь, ничего не чищено, снега навалилось столько, что с ума сойдешь. Короче, как-то так. Ладно, едем, выполняем этот заказ. Так, пацаны, всем здорово. Это очередная серия в такси у нас. Там тачка стоит. Сегодня снегопадище ужасный. Вот. Поработаем, посмотрим, что по ценникам. Ну, я уже начал. Ценники такие внушительные. Но и с дорогами везде проблемно. Не пройдешь, нигде не проедешь. Так что как-то так. Погнали, что, зарабатывать бабки. Кстати, в следующих сериях, наверное, не следующих, может быть, через одну. Ну, посмотрим там ближе к тому, чтобы поменять масло. Наверное, я по расходникам серию сделаю. Там колодочки, не колодочки, туда-сюда, фильтра, масла. Покажу все, скажу, сколько стоит. Так что будет серия отдельная. Я посмотрел по обзору, очень много пишут, говорят, что спрашивают, что льешь, как меняешь, чего там. Так что сделаем отдельную серию. Погнали. Пацаны, минус 5 на улице, идет дождь. Дождь, блин, идет с Москвы, говорят. Пришел там вчера, что ли, позавчера там был дождина и плюс 4, но у нас минус 5 и дождь. Печалька вообще. Установа вот такая вот. Заказ не приходит пока. Жадничают людишки. Ладно, ожидаем. Сейчас заказик. Так, пацаны, дождик усиливается и немножечко пугает. Ну, потому что сейчас дорожная обстанова будет, ну, просто писец, если честно. Вот. Поэтому я не знаю, долго ли поработаем еще. Там был заказ у меня, да, прилетел по комфорту заказ. Нам бы развернуться в этой каше. Ну, ужасная погода. Конечно, да, по заказам ценники адекватные, нормальные ценники. Где-то хорошие прям. Но вот по погоде, конечно, такое себе. Блять. Выехать бы отсюда еще, е-мое. Ужаснейший пипец. О, гребет, машинка гребет. Так, мы выполнили заказ. Где-то вот тут он будет. Очередной. И мчим на следующий. Там плюс 160 по комфорту. Московским проезде. Московский проезд. Буксует вообще не переставая просто. Вот я поэтому и думаю, что есть ли смысл. Но вы все равно увидите сейчас по, наверное, минутам, сколько там осталось до конца ролика. Поэтому вы будете все знать, поработал я подольше или поработал я поменьше. Но пока меня, так скажем, ломает в обе стороны. Поработать или нахрен поехать домой и слабануть маленько. Конечно, уже наслабил в этом месяце приличное количество дней, поэтому надо как бы поработать, по сути-то. А там, ну, как пойдет. Посмотрим.
Так, ну что, мы на Трефолево продолжаем работу. Выполнили заказ. Вот. Ну, подчищает снежок. Подчищают, конечно, до асфальта почти. Но сейчас этот асфальт заледенеет от этого дождя. А завтра морозец, кстати, передают. Все великолепно. У нас, как обычно. Как обычно. Вон, даже песочком посыпали. Ну, как бы молодцы, ребят. Не, в этом году, конечно, претензий к ним нет. Нам, кстати, пришел следующий заказ, тоже по комфорту. Плюс 220. И супер-мега Яша пишет, что комиссия снижена, очень высокий спрос. Че, едем выполнять? Ну что, вон пассажирка пошла. Ну, это печаль. Ну, честно. Хорошо, что некоторые понимают. Там, блин, не проехать. Просто вообще не проехать. Ужас. Что творится с погодой? Все везде кто-то стоит, что-то я не понимаю. Ну, летит такой вот заказ, мы его отменим. Отменим. Плюс 40, что-то как-то оно в такую погоду-то не идет, не подходит. Че ты вылупился, ёпта? Вот. Отменим и будем ждать более существенного. Плюс 50 с чайки. Нет, мы, наверное, все-таки выйдем с линии. Съездим по своим потребностям, там попить туда-сюда. И уйдем отсюда, где маленький спрос. Ну что это плюс 50? Тут, блин, плюс 300, плюс 400 с утра были кэфа, а сейчас плюс 50. Ну нахрен они нам нужны? Кстати, там по лампочке расскажу, что там было дальше после того, как не подошла мне лампочка. Все будет, наверное, вот как раз в том видео, в котором я буду рассказывать про расходники, про цены. И заодно, наверное, как раз посмотрим, решится, не решится моя проблема со стопорем. И что да как будет. Короче, как-то так. Да, короче, вез я двух девушек. Они оказались, что они любят друг друга. Причем в прямом смысле этого слова. Сначала одна другой гладила просто плечо, наглаживала пальцами рук. А потом, и причем они обе расстегнуты были. Ну, я имею в виду, куртки у них расстегнуты были. А потом я услышал, как растягивается молния. И одна другой говорит: я не против. Я думаю, ёпаны, вы чё тут? Блин, ты что творите, ё-моё? Вот, ну я так понял, что не добралась одна другой. И мы почти уже доехали, когда все это произошло. Ну, пипец. Ну и причем они из разных городов, а здесь, походу, они просто пересекаются на хате и любят друг друга. Такие дела. Офигеть, у нас, короче, погода все портится больше и больше. Я с прибольшим бы удовольствием сейчас бы на автовокзале свалил бы домой. Так, этот заказ я уже вам, наверное, показал. По факту, в принципе, конечно, работать можно, офигенные заказы, но по дорогам и по тому, кто по ним сейчас ездит и как ездит, ну, страшновато, честно говоря. Так, вот сейчас включился, я хотел сразу же проставиться домой, но я включился здесь вот на вокзале. Ну и ничего пока мне не прилетает. Ну, потому что реально дорогие заказы. Я даже включал эконом и смотрел, какие там кафе. Ну, в принципе, такие же, как и в Комфорте, Комфорт Плюс. Ладно, что, постоим, подождем заказ. Так, что, привезли на главный мужичка. На мужичка с Воркуты. Вот. Кстати, был следующий заказ, значит, отменили заказ. Вот, так потрындели, поговорили, он ездит тут, объезжает, так сказать, родственников, говорит, там попил, тут попил, короче, на отдыхе. Вот. Ну, сам он ехал с Иванова сейчас,
С автовокзала его забрал, на главный привез, неплохая сумма. Вот, и как бы, ну, так потрещали. Ну, он такая плюс летит, плюс 100. Но уже как бы плюс 100 при нынешних реалиях что-то как будто не актуально. Вот, тут был, вот он ехал, по-моему, плюс 300 или плюс 400, короче, как-то так. Нормальный ценничек. Дороги так чуть почистили, но скользковато. Вот, проговорили про тачки там. Я говорю, какие тачки там в Иркуте гоняют там? Да он говорит, да все на тех же, говорит, на том же самом, говорит, что и у вас, говорит, но только, говорит, китайцы, говорит, не показывают, когда за 40 температура, говорит, переваливает. Они просто, говорит, не показывают температуру, говорит, там нет такой температуры, говорит, у них не встроено, говорит, что может быть температура за 40 градусов. Я говорю, все понятно. Ладно, мчим на заказик на следующий. Отвезем плюс 100. Плюс 100, ну что теперь? Как-то так. Плюс 100 тоже надо возить же кому-то, да? Ну, конечно, мне бы не хотелось. Ну, там он есть прям, где нормальные заказы. Ну, сейчас посмотрим, куда мы мчим. И оттуда, может быть, что-нибудь прихватим нормальное. Это куда там заказ у нас будет. Ладно, едем. Что тут мусолить? Так, ну что, я тут думаю, что, блин, по этой жиже хватит машину насиловать и коробку напрягать. Ну уж очень все печально. После дождя сейчас -3. Пошел опять снег. Мы выполнили, кстати, на Ленинградку этот К+ заказ. Вот он. И что у нас по заработку? Отработали 4,5 часа. 4,5 всего лишь часа, да, пацаны. Но я думаю, что больше не стоит насиловать машину. Не знаю, выйду я еще, не выйду я еще. Обещать ничего не буду. Вот. И по факту заработали вот так вот по Яндексу. Плюс 300 рублей там, которую я сумку отвозил с телефонами. Получается 5300, да? 5300 за 4,5 часа. Нет, заработать сегодня можно. Но можно и не заработать, а уйти себе в минус. Вот. Поэтому как бы так. Не хотелось бы уходить в минус. Теперь мы поедем, наверное, скорее всего, ближе к дому. Потому что, ну, очень уж сегодня непогода. Ну, как бы буксовать, вот больше не хочется буксовать где-то там, что-то там, и как бы перенапрягать коробку. Зачем? Лучше пересидеть, они более-менее подразберут сегодня этот снежок, пораздвинут, поразгребут, кто как называет. Ну, уберут, в общем. Я надеюсь, что будет почище завтра, воскресенье, сегодня суббота. Вот, и можно будет выйти поработать. А сейчас, как бы, я думаю, выдвигаемся в сторону дома. Следующий, не знаю, в следующем видео я планировал, по идее, в принципе, наверное, сделать обзор на расходники, масла и тому подобное. Вот, масла, фильтра, там что там еще, колодки, не знаю. И как бы рассказать, что почем, как с чем столкнулся, когда брал уже. Ну и он рыбок продает, и мое. Что почем и как с чем столкнулся, когда покупал там другого производителя. Короче, все это будет в следующем, наверное, ролике у нас, в следующем видео. Так что подписывайтесь, язык заплетается, на канал. И всем добра, всем пока.